там они будут работать, у себя. Поэтому они не пострадают. И второе. Вы говорите, военная база. Штукатурят стены, а мы их привозим сюда и собираем. Сейчас. Жириновский вновь раздает таджикам. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что имеет лидер ЛДПР против таджиков и мигрантов. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Русские базы. Сирия дала военно-морскую базу. Где ИГИЛ? Нет ИГИЛ. Русские помогли. А Иран ни одной базы нет. Нам нужна военно-морская база там, военно-воздушная, для сухопутных войск в Таджикистане, в Армении. Тогда будет безопасность. Он заявил, что российская армия и оружие не сильно поможет Армении противостоять боевикам, которых привезли из Сирии. Жириновский отметил, что в случае распространения террористической угрозы у Армении даже в это мирное время не будет иного выхода, кроме как присоединиться к России. Мы получим практически бывший СССР, только с усеченном варианте. Часть Молдавии, часть Грузии, часть Азербайджана, всю Армению. Я вас уверяю, при хорошей обработке Таджикистана, Арахмон умный деятель, и он согласится полностью войти в состав новой России. Я бы назвал это «большая Россия», заявил Жириновский. Политик в пользу своего мнения высказал то, что Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан не выдержат порывы бандформирований из Афганистана, и им нужна помощь России. Чтобы не было этого мракобесия, насилия, террора. Жириновский заключил, что объединение с рядом стран из бывшего СССР поможет создать новое государство и решить ряд вопросов безопасности и экономики. Это русских, которых заставили изучить чужой язык, там много русских слов. Как вы относитесь к такой перспективе входа Таджикистана в состав России? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сядет русский генерал-губернатор. То есть порядок будет наведен в ближайшие 10 лет. Жириновский высказал мнение, что политика России после развала СССР показывает свою неэффективность. Время разговоров ушло, нужно действовать жестко, высказал депутат. Политик заключил, что нужно возвращать не СССР как политический режим, но все его территории. И никаких республик, все в состав России, завершил он свою мысль в сообщении. Но не все так радужно, как хотелось бы. Не сильно уж любит Жириновский Таджикистан. Из России за время пандемии коронавируса уехало много трудовых мигрантов. Их не стоит пускать в Российскую Федерацию обратно, заявил в Телеграм российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что нужно ограничить возвращение гастарбайтеров в Россию. У нас и так сейчас может быть больше безработных, и рабочие места нужны прежде всего гражданам России. Останутся дома. Но мы знаем, что у нас есть потребность в дешевой одежде, фрукты, овощи, какие-то еще, продукция какая-то. Отметил политик. Но Россия может помочь странам Средней Азии с заказами на фрукты, овощи и ягоды, которые в изобилии произрастают там. Пусть граждане стран Средней Азии работают дома, а Россия будет закупать у них продукцию, причем даже с предоплатой. И тогда все будут в выгоде, но не нужно мигрантам ехать обратно в Россию, заключил политик. Как вы относитесь к таким посылам Жириновского? Ведь он говорил, что очень любит Таджикистан, и Таджикистан получит российские паспорта и свободно будет въезжать на территорию страны. Помогайте. Таджикистан должен быть в особой зоне. Как вам теперь такие заявления? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.